Студенты Ижемского филиала Усинского политехнического техникума продолжат получать знания в родном поселке. Минобраз Коми уже подыскивает другие помещения для образовательного процесса взамен аварийного корпуса. Как показала последняя экспертиза, она была проведена в январе этого года, продолжать обучение в нем небезопасно. Между тем, знания здесь получают больше сотни студентов-очников и 29 заочников. Большая часть из них ижемцы. Елена Кононова о том, какие решения уже найдены. Вот так студенты Ижемского филиала Усинского политехнического техникума наводили лоск в корпусах учебного учреждения каждое лето. На косметический ремонт средства выделяются ежегодно. А в 2022 в планах провести капитальное обновление. И уже давно пора, ведь одно из зданий почти вековое. В январе, дабы понять, что делать и во сколько обойдется ремонт, специалисты провели экспертизу. Предварительный вердикт неутешительный. Надо усиливать несущие конструкции, начиная от фундамента и заканчивая стеной. По поручению главы Коми тут же выехали на место специалисты Минстроя и профильного ведомства. Как только мы будем понимать, что капитальный ремонт возможен, мы сразу организуем подготовку документов для капремонта. Здесь мы сделаем максимально все быстро, постараемся, чтобы хотя бы уже к летнему периоду мы начали этот ремонт. То есть вот такие наши ближайшие планы. Но мы понимаем, что возможно нахождение там и студентов, и преподавателей небезопасно. Еще раз сейчас убедимся, что нам предоставят эксперты, и примем решение организовать обучение в других помещениях. Часть студентов можно разместить в другом здании филиала. Готовы также потесниться и предоставить свои помещения в Селиюрской школе. Там есть и классы для обучения, и мастерские, и спортзал. По словам министра, студентов из одного здания в другой будут переводить после согласования Роспотребнадзора и Госпожнадзора. А весной будет еще легче. У студентов начнется практика. Накануне все эти вопросы обсудили местные власти, депутаты, руководство техникума и общеобразовательного учреждения, а также родители учащихся, которые больше всего переживают, как дальше будут учиться их дети. Для всего Ижемского района важное значение имеет это учебное заведение, потому что дети из ближайших сел, они приезжают учиться именно в этот техникум, сейчас филиал Усинского политехнического техникума. Поэтому никакого вопроса о закрытии или там ликвидации этого филиала не идет. Ижемский филиал пользуется среди сельской молодежи особой популярностью, ведь специальность можно получить прямо здесь, дома. Сегодня в техникуме обучаются более сотни студентов в научном и заочном отделениях. Большая часть из них – ижемцы. Здесь готовят мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, поваров-кондитеров и продавцов-кассиров. Ежегодно выпускается около 30 молодых специалистов. Когда, где они еще успеют, так смогут с иномарками повозиться, да? Вот. В принципе, оборудование у нас на уровне, скажем, городского закуплено. Поэтому главная задача – сохранить техникум. В профильном ведомстве надеются, что к концу весны проектно-сметная документация уже будет готова. На работы средства из республиканского бюджета почти 6 миллионов рублей предусмотрены, но, возможно, придется просить дополнительное финансирование. Елена Кононова, Виктория Палкина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.